أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص طيرنا يشدو بلحن صادق أندى. تمايل وانتشي سعدا وعطر روضنا رندا وراقص. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение во имя Аллаха и хвала Аллаху. И да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его семью, жен, сподвижников и тех, кто последовал за ним. А затем мы возвращаемся к нашим урокам из серии под названием «Не приближайтесь». Это наша 14-я встреча на этих благословенных уроках. Я прошу Аллаха, чтобы Он наделил нас пользой от всего того, что мы скажем, и от всего, что услышим. Воистину, Он на это способен. В этой серии мы будем говорить на особую тему. Причина, по которой мы освещаем эту тему, бид'а, нововведение, которое распространилось и начало усиливаться и популяризироваться среди нашей мусульманской молодежи, юношей и девушек. Без сомнения, вы знаете, что Всевышний Аллах в своей книге повелел нам придерживаться Его прямого пути и не следовать другими путями, чтобы не потеряться, не запутаться в лабиринтах заблуждения и не заблудиться в мраке лжи. Всевышний Аллах сказал, приказывая нам следовать путем пророка и отдаляться от пути шайтанов. Аллах сказал в суре Аль-Ан'ам: «Таков мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедовал вам это. Быть может, вы устрашитесь». Аль-Бухари и Муслим привели в своих сахихах хадис от матери правоверных Аиши, да будет Аллах доволен ею и всеми сподвижниками, которая сказала, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Кто введет в наше дело, то есть в шариат, то, что к нему не относится, его дело будет отвергнуто». Аль-Бухари привел в своем сахихе хадис, в котором объясняется положение, до которого скатились наши молодые юноши и девушки, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы непременно последуете за теми, кто был до вас, пять за пятью, и локоть за локтем, и даже если они войдут в нору ящерицы, вы непременно последуете за ними». Мы спросили: «О посланник Аллаха, за евреями и христианами?» Он сказал: «А за кем же еще? То есть, за кем еще, кроме как не за ними? Вы непременно последуете путями тех, кто был до вас, пять за пятью, локоть за локтем, даже если они войдут в нору ящерицы». Ящерица — пустынное животное. У нее узкая и плохая нора. Даже если они войдут в нору ящерицы, вы последуете за ними? Посмотрите на это слепое подражание.
Подражание даже в заблуждениях. Лучше бы мы взяли от немусульман промышленность, сельское хозяйство, полезные мирские знания. Но, к сожалению, мы берем от них беды, заблуждения и ничтожные вещи. Даже если они войдут в нору ящерицы, вы последуете за ними. Сподвижники спросили: это иудеи и христиане? Ты имеешь в виду их? Мы будем их копировать и им подражать? Он ответил: а кто же еще, кроме них? Имам Абу Дауд привел достоверный хадис от Муавии бин Аби Суфьяна, да будет доволен им Аллах, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: воистину, из моей уммы выйдут люди, в которых ходят эти страсти, подобно тому, как бешенство, болезнь, вызываемая укусом собаки. Как бешенство ходит по человеку. Не останется ни одной жилы, ни сустава, в который бы они не вошли. Имам Аль-Бухари привел в своем сахихе хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, сказавшего, что посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал: самыми ненавистными для Аллаха людьми являются трое. Самые ненавистные люди для Аллаха. Их трое. Еретик, который находится в святилище, хараме. Ересь — это уклонение от истины и отклонение от цели. Отклонившийся от веры в заповедной мечети, делает какой-нибудь ширк, совершает какое-нибудь развратное действие, совершает нечто порицаемое. Все это относится к ереси. Еретик в запретной мечети. Посмотрите, кто следующий. Это человек, стремящийся к сохранению обычаев джахилии в исламе. О нем-то мы и будем говорить. Тот, кто хочет для ислама джахилийский обычай. Также тот, кто ищет способа пролить чью-либо кровь, не имея на это права. Заблудшие придумали для мусульман то, что называется праздник или день любви. День Валентина. Валентина. Что это за праздник любви? Это древнеримский праздник. Римляне были язычниками. Они поклонялись идолам, как вы знаете. Даже в наши дни вы можете видеть некоторых молодых людей, которые могут сказать: с того часа, как Купидон пронзил меня в сердце одной из своих стрел, я не могу спать ни ночью, ни днем. Кто этот Купидон, уважаемый? Купидон — это божество любви. Маша Аллах алейк, о сын мусульман. Бог любви, Бог зла, Бог того, Бог этого. Все это понятие кафиров римлян, которые поклонялись идолам и истуканам. Купидон — это Бог любви. Римляне придумали себе праздник под названием праздник любви. Затем этот праздник затерялся и прекратил свое существование. Затем пришел итальянский священник по имени Валентин. Итальянский священник. Его звали Валентин. Он возродил этот языческий праздник. Хорошо, вы мусульмане. Какое вам дело до какого-то там Валентина? Какое вам дело до древнеримских идолов, Купидона и прочей чепухи? Кто вообще возродил эту мерзость? Кто работает против нашей уммы? Вводит в заблуждение мусульман. Праздник любви. В этот день молодые люди обмениваются между собой. Братья на студии говорят, что этот праздник будет завтра. То, что называют праздником любви, будет завтра. Молодые люди обмениваются между собой в день, который они называют праздником любви, красными розами, любовными посланиями, поздравительными открытками и романтическими смс-ками. Европейцы и американцы в этот день занимаются сексом как можно больше. Поэтому средние школы и университеты готовятся ко дню Валентина заранее и кладут в туалеты презервативы для безопасного секса. И вот мусульмане копируют их с удивительным тупоумием, с поразительной дуростью. Праздник любви.
Все надевают красную одежду. Нет, наверное, более красного дня. Все носят красное. У каждой девушки красный медвежонок. Каждый Ромео говорит: «Я Валентин», хотя не знает, кто это такой Валентин. Ты хотел бы быть воскрешенным вместе с Валентином в судный день? Но он говорит: «Я Валентино», а сам выглядит хуже, чем редиска в тине. «Я Валентин». Он приносит красное сердце, дарит его девушке, к которой он пристает, ухаживает или занимается чем-то неправильным. Этот день подталкивает нашу молодежь к страстям, похоти, любовным увлечениям и грешным связям. Что это такое, о умма? Что это? Много песен, сентиментальные фильмы, любовные истории, статьи. Что это? Это все батль, ложь. Вы знаете, что праздник — это религия. Праздники относятся к религии. Мы, как мусульмане, имеем из праздников только Айдуль-Фитр, Ураза Байрам, и Айдуль-Адха, Курбан Байрам. Шейхуль Ислам сказал: воистину, праздники относятся к шариату и обрядам, о которых сказал Всевышний Аллах. Для каждой общины мы установили обряды, которые они отправляют. Наш Господь сказал в суре Аль-Фуркан: «О мусульманская умма!» Наш Господь сказал в суре Аль-Фуркан, описывая своих искреннейших рабов, рабов Ар-Рахмана. Он сказал: «Они не присутствуют при лживых разговорах». Ибн Сирин, Икрима и другие сказали: не присутствует при лживых разговорах, то есть не участвует на праздниках мушриков, которые не присутствуют при лживых разговорах. Они не участвуют в этих неверных, лживых действиях. Исламская умма — это умма, которая имеет свою личность. Ее молодежь также обладает личностью. Сын мой, твой дед — это Абу Бакр и Умар. Твоя тетя — это Фатима и Рукейя, Зейнаб и Сулейм. Дочь моя, твоя бабушка Хадиджа, Аиша и Фатима. Так зачем эти глупости? Зачем нужна эта ложь и вздор? Надо, чтобы наши умми следовали, а не ей самой следовать за кем-то. Это другим надо подражать ей, а не ей самой следовать за кем-то. Это не ума манекенов. Как только откуда-то выйдет любой глупый призыв, кто-то что-то каркнет или замычит, мы сразу же бежим к нему. Братья наши, разве наш Господь не сказал: «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного?» Шейха Ибн Утаймина спросили, что он думает о так называемом празднике любви. Он ответил: это бид'а, нововведение. У него нет основы в шариате. Этот праздник подстрекает к ложному и призывает к непристойности, подстрекает к страсти и безумной любви. Везде одна любовь, любовные фильмы, любовные песни, все в красном, несут красные розы, ходят под ручку в красном. Все призывает к непристойности, к страстному увлечению и безумной страсти, занимая сердца ничтожнейшими и незначительными делами. О умма! Мы не хотим, чтобы кто-нибудь подумал, что любовь — это харам. Нет, нет, нет. На самом деле, любовь — это прекрасное, красивое и благородное чувство. Более того, Всевышний Аллах любит и любим. Он сказал: Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Любовь — это прекрасное чувство. Всевышний Аллах создал человека на том, чтобы он любил и был любимым. Любой из нас состоит из тела и души. У него есть чувства, эмоции, и мы не можем не учитывать их или игнорировать. Каждый из нас любит и ненавидит, испытывает довольство и гнев, радуется и печалится. Любовь — прекрасное чувство. Если мы направим любовь в правильное русло, то, возможно, из-за него Аллах поднимет нас до степени Фирдауса в раю. Возможно, что из-за твоей любви к праведникам ты присоединишься к ним, хотя ты не делал деяний, подобных их деяниям. Наш посланник, мир ему благословение Аллаха, ответил одному бедуину в хадисе, который привел ат-Тирмизи в своих сунанах. И это хороший достоверный хадис.
Бедуин сказал: «О посланник Аллаха, один человек любит определенных людей. Сможет ли он воссоединиться с ними?» И пророк ответил: «Человек будет собран с теми, кого он любит. Из-за своей любви ты можешь попасть в Фирдаус. Если ты направишь свои эмоции в правильном направлении. Любовь — это очень замечательно. Это прекрасная вещь, которую Аллах вкладывает в сердца своих созданий. Из-за любви их души начинают испытывать счастье, их сердца ощущают удовлетворение. Это чувство испытывают не только люди. Не только человек может любить. Даже неодушевленные предметы могут испытывать любовь. Животные могут любить. Послушай, имам Ахмад привел этот хадис в Муснаде, а Аль-Хаким Аль-Мустадраке. Шейх Аль-Альбани назвал этот хадис достоверным. Сахих Аль-Джами от Абу Зарра, да будет доволен Аллах им и всеми сподвижниками. Приводится, что он сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Воистину, нет такого арабского коня, которому бы не было разрешено на каждый фаджр делать 2 дуа. Он говорит: «О Аллах, Ты поручил меня тому, кому поручил из сынов Адама, людей. Так сделай меня одним из самых любимых для него членов семьи, или сделай меня самым любимым его имуществом». Даже конь говорит: «Господь, сделай так, чтобы мой хозяин меня любил, и он любит его». Даже скот любит и любим. Послушайте красивую историю, которую упомянул доктор Али Аль-Карни в своей лекции «Призыв к размышлению». Знание связывает ученых. К баракату знания относится то, что мы относим его к ученым, и в этом проявляется воспитанность и верность. Он сказал, что люди рассказывали, что у одного человека по имени Аз-Захтари была лошадь, которую он любил и за которой ухаживал. И вот этот человек заболел. Когда он был здоров, он смешивал ячмень с сахаром и кормил этим коня. Конь очень сильно его любил. И вот Аз-Захтари серьезно заболел. Конь стал отказываться от еды. Он сел у двери, ведущей в комнату его хозяина, и никуда не уходил, пока Аз-Захтари не умер. Когда же он умер, конь ушел, поднялся на высокий холм, сбросился с вершины и умер. Все из-за скорби по своему хозяину. Я говорю тебе, даже животные испытывают любовь. Даже камни любят. Камни? Да, клянусь Аллахом. Аль-Бухари привел в своем сахихе, что пророк, мир ему благословение Аллаха, увидел гору Ухуд и сказал: «Это Ухуд, гора, которая любит нас и которую любим мы. Даже камни любят. Это Ухуд, гора, которая любит нас и которую любим мы». Одно из имен Аллаха — Аль-Вадуд. Вы знаете, что значит Аль-Вадуд, о мусульмане? Аль-Бухари сказал: «Вадуд» значит «любящий». Он тот, кто любит праведников из числа его рабов, и праведники из его рабов любят его. Всевышний Аллах сказал в своей благородной книге: Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Любите ли вы Аллаха? Мы говорим о любви. Самая великая любовь — это любовь к Аллаху. Любите ли вы Аллаха? Аллаха, который сотворил нас из небытия, одарил нас своей милостью, взрастил нас в младенчество, вывел нас из заблуждения, спас нас от невежества, даровал нам милости, которые в принципе невозможно пересчитать. Ни одна секунда не проходит мимо нас без того, чтобы наш Господь Аль-Вадуд не одарял бы нас миллионами своих милостей. Всевышний Аллах сказал: «Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен». Так где находится любовь к Всевышнему Аллаху в ваших сердцах, о юноши и девушки? Разве наш Господь не описал верующих своими словами? Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Они никого не любят так же сильно, как Аллаха. Любовь в твоем сердце к Аллаху несравнима с любовью ко всему остальному. Это невозможно. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Разве наш Господь не сказал: Аллах приведет других людей, которых Он будет любить, и которые будут любить Его? Все люди заявляют, что они любят Аллаха. Дело не в том, чтобы ты любил. Главное, чтобы Он тебя любил. Все считают, что любят Аллаха. Иудеи говорят это, и христиане.
Они сказали: мы сыны Аллаха и Его возлюбленные. Дело не в том, чтобы ты любил. Главное, чтобы тебя любили. А Аллах любит только благих людей, совершающих благие поступки, людей верующих. Как прекрасно будет, о юноша, если Аллах полюбит тебя. Как замечательно будет, о девушка, если тебя полюбит Аллах, даже если при этом все люди возненавидят тебя. Что может потерять тот, кто обретет Аллаха? И что может приобрести тот, кто потеряет Аллаха? Любите ли вы Аллаха? До того, как услышать ваш ответ, я задам еще вопрос. Знаете ли вы, что если кто-то кого-то любит так же, как Аллаха, то впал в ширк? Это ширк. Его называют ширкуль махабба, ширк любви. Знаете ли вы, что нам нельзя любить кого-то так же, как Аллаха? Просто послушайте эти аяты, прислушайтесь к ним. Всевышний Господь сказал: «Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя, в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со своим велением». Послушайте этот хадис, который привели Аль-Бухари и Муслим в своих сахихах от Анаса, да будет доволен им Аллах, от пророка, мир ему благословение Аллаха, который сказал: «Трое ощущают сладость веры: любящий Аллаха и Его посланника больше всего на свете». Любите ли вы Аллаха? Каковы признаки правдивости вашей любви к вашему Господу? А что, у нашей любви к Аллаху должны быть какие-то признаки? Да. Это то, что отделяет скверного от благого, а правдивого от лжеца. У любви есть признаки. Если человек что-либо любит, это по нему видно. Признаки твоей любви к Аллаху: покорность Аллаху и оставление грехов. Какой-то человек не делает намаз, но говорит: «Я люблю Аллаха», лжец. Кто-то другой занимается ростовщичеством, говорит: «Я люблю нашего Господа», он лжец. Другая идет открытая, без хиджаба, и говорит: «Я салям, я так сильно люблю Аллаха», она лжет. Ты любишь Аллаха, но совершаешь такие грехи? Любишь Аллаха, но пожираешь харамные деньги? Любишь Его и в то же время осушаешься Его. Это как? Ты осушаешься Господа и при этом заявляешь, что любишь Его. Это, клянусь моим Господом, отвратительно. Если бы ты был правдив в любви к Нему, то повиновался бы Ему. Воистину, любящий повинуется тому, кого любит. Второе. К признакам правдивости любви к Аллаху является следование за пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Аллах не спаслал в Коране аят, который ученые назвали открывающий. Он объясняет, он определяет, он как термометр. Всевышний Аллах сказал: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи. Если ты не следуешь за пророком, вся твоя любовь к Аллаху — фальшивка и ложь». Ты следуешь за пророком? Пророк сказал нам, что у нас есть только два праздника – Айдуль-Фитр и Айдуль-Адха. Так что же вы придумываете себе другие праздники? День матери, День Валентина, праздник любви. Каждый справляет дни рождения, даты свадьбы. В каждом регионе свои праздники. Субханаллахи аль-Азим. Только два праздника, братья наши – Айдуль-Фитр и Айдуль-Адха. В этом празднике любви мы подражаем римлянам, идолопоклонникам. Мы не римляне и не фараоны. Не фараоны. Мы мусульмане. Наша честь и достоинство в том, что мы мусульмане. Наше величие в том, что мы мусульмане. Что наш праотец, пророк Мухаммад. Наше главенство в том, что мы из внуков Ибрагима. Мы не фараоны и не любим фараонов. И мы не римляне. Третье. К признакам правдивости любви к Аллаху относится любовь к Корану. Посмотрите, если к некоему возлюбленному приходит послание от его возлюбленной, сколько раз он будет его перечитывать? 50 раз! Он держит его так, нюхает, обнимается с ним, прижимает к себе. Разве не так? Коран же — это послание от нашего Господа, от того, кого ты любишь. Сколько ты читаешь Коран? Сколько знаешь наизусть?
Абу Нуайм, Аль-Хилье и Аль-Байхаки в Шу'б аль-Иман привели хадис, который Аль-Альбани назвал достоверным. Это хадис от Ибн Мас'уда, да будет доволен Аллах им и всеми сподвижниками пророка. И в нем говорится, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Кого обрадует то, что его полюбят Аллах и его посланник, пусть читает Коран по мусхафу». Ты хочешь, чтобы наш Господь любил тебя? Почитай его слова. Ты хочешь, чтобы тебя любил пророк? Почитай Коран. Аль-Фудейль бин Ияд говорил: «Достаточно мне Аллаха в качестве любящего, Корана в качестве друга, а смерти в качестве проповедника. Кто не возьмет Аллаха в качестве спутника, а Коран в качестве друга, Аллах не поможет ему в его одиночестве». Усман, да будет доволен им Аллах, говорил: «Если бы ваши сердца были здоровы, вы бы не смогли насытиться словами вашего Господа». Мы очень любим нашего Господа. И всю ночь перед телевизором человек переключает один спутниковый канал на другой, перемещается с одного позорного канала на другой. Развлекательные каналы, открытые аураты, танцы, грязные отвратительные сцены. Если ведущая скажет: «Лучшее, чем мы можем завершить передачу, священный Коран», он говорит своей жене: «Выключи, телевизор перегрелся». Вы не любите слова вашего Господа. Даже если они миллион раз скажут, что любят, они не смогут вытерпеть и часто прослушивание слов Аллаха. Тот, кто любит Аллаха, любит Коран, много его читает, много его слушает, он скучает, тоскует по словам Аллаха. Четвертое. К признакам твоей любви к Аллаху относится любовь к намазу и страсть к нему. Разве Аллах не описал своих рабов своими словами? Они проводят ночи, падая низ и стоя перед своим Господом. Они любят намаз. Пророк, мир ему благословение Аллаха, мог совершать намаз ночью, пока у него не затекали ноги. И говорил при этом: «Разве не следует мне быть благодарным рабом?» Он говорил также: «Дай нам покой через намаз, о Биляль». Он также говорил: «Радость была сделана мне в намазе». В хадисе о 7 людях, которых Господь покроет своей тенью в день, когда не будет другой тени, кроме его тени, упоминается человек, чье сердце привязано. К чему? К клубам? К развлекательным местам? К кинотеатру? К театрам? К чему? Человек, чье сердце привязано к мечетям. Что значит сердце привязано? Привязано к светильнику мечети. Привязано к мечетям. Привязано, значит, есть привязанность. А привязанность — это одна из степеней любви. Любовь имеет свои степени. Есть любовь, есть страсть, есть сильная влюбленность, есть безумная любовь, есть глубокая страсть и другие степени. Человек, чье сердце привязано к мечетям. Ар-Раби' бин Хусейм, да помилует его Всевышний Аллах, говорил: «Воистину, я радуюсь птице в мечети больше, чем голосу собственной жены». Тот, кто любит нашего Господа, любит и намаз. Пятое. К признакам любви к Аллаху относится сильное желание и тоска по встрече с Аллахом. Тот, кто полюбил кого-то, хочет его видеть. Правильно? Если кто-то кого-то любит, он хочет видеть его. Желаете ли вы увидеть Аллаха, о рабы Аллаха? Всевышний Аллах сказал: «Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он слышащий, видящий». Абу Усман Аль-Хири, да помилует его Аллах, сказал: этот аят — утешение от Аллаха для тоскующих. Он означает, что Аллах говорит: «Я знаю, как вы тоскуете по мне. Я установил срок, и скоро вы прибудете ко мне». Вы стремитесь ко встрече с Аллахом. Нет божества, кроме Аллаха. Пророк Мухаммад очень хотел увидеть Аллаха. Он говорил в своих дуа, как приводит Ан-Насаи, Сунана от Аммара: «Я прошу тебя наслаждения от созерцания твоего лика и сильного желания встретиться с тобой». Он очень сильно желал этого. Он тосковал по тому, кого любил, по своему возлюбленному. «Я прошу тебя наслаждения от созерцания твоего лика и сильного желания встретиться с тобой». Анас говорит в хадисе, приведенном Муслимом: пророк, мир ему благословение Аллаха, радовался дождю. Посмотрите на это прекрасное зрелище, которое указывает на любовь и страсть пророка к встрече с Аллахом.
Когда шел дождь, то, как сказал Анас, пророк сильно радовался. Он радовался дождю, встречал его своей одеждой. Когда его спросили об этом, он сказал: «Он недавно пришел от моего Господа». Я салям. Дождь идет, пророк засучивает рукава до локтей, снимает свою чалму и встает под дождь. Дождь падает ему на лицо, и он радуется. «Почему ты так делаешь?» Он отвечает, что этот дождь недавно пришел от Аллаха. Он недавнее творение Аллаха. Что-то новое пришло от его возлюбленного Господа. Такой была страсть пророка к Всевышнему Аллаху. Это любовь. Это такая любовь, которая приносит благие дела. Это такая любовь, которая поднимает человека на высочайшей степени рая. А любовь к Валентину ничего такого не дает. Она приводит к огню. Да убережет нас Аллах. Где любовь к Аллаху? Каковы ее признаки? К признакам любви к Аллаху относится то, чтобы ты любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха. Тот, кто любит врагов нашего Господа, тот не любит Аллаха. Тот, кто подражает врагам Аллаха, тот не любит Аллаха. Кто подражает тем, кто не уверовал в Аллаха, тот не любит Аллаха. Любимый моего любимого, мой любимый. Ат-Табарани привел хадис в Аль-Кабире, и Аль-Альбани назвал его достоверным, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самая прочная вера имана — это дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха, любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха». 7. К признакам правдивости любви к Аллаху относится поминание Аллаха, викр. Как часто возлюбленный вспоминает своих любимых женщин. У одного человека недавно случилась помолвка. Он сидит и выносит мозг своей матери и сестрам. «Ты ходила к ней домой? Ты видела ее? Как у нее дела? Как она сейчас?» Он просто умирает по ней. «Любишь ли ты нашего Господа?» «Да, очень. Как часто ты его вспоминаешь?» «Сколько раз?» Аллах описал любящих и правдивых следующими словами: которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку. То есть в любом положении. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит в хадисе, который привел Муслим. Пророк, мир ему благословение Аллаха, поминал Аллаха в любое время. Даже когда он спал, он поминал нашего Господа: «О Аллах, благослови и приветствуй Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Аль-Бухари привел в своем сахихе, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «О Аиша, воистину, мои глаза спят, но сердце мое не спит». Сердце бодрствует, она живет поминанием Всевышнего Аллаха. Вы любите Аллаха? Да. Тогда вот вам образец правдивых, любящих Аллаха людей. Ибрагим, мир ему. Аллах даровал ему ребенка на старости лет, чудесным путем. Когда ребенок достиг того возраста, чтобы быть в состоянии что-то делать вместе с ним, помогать ему в делах, Аллах приказал зарезать его. Своему возлюбленному рабу Аллах говорит: «Зарежь того, кого ты любишь». Смерть ребенка — это беда. Когда твой ребенок жив, он постоянно напрягает тебя, а когда он умирает, то ломает тебя и разбивает. Пророк сказал: если Аллах велит ангелам взять душу ребенка одного из своих верующих рабов, он говорит им, хотя знает ответ: «Забрали ли вы душу сына моего раба?» Они отвечают: «Да, о Господь». «Забрали ли вы плод его сердца?» «Забрали ли вы его сердце?» Аллах знает, какое место занимает ребенок для своего родителя. Так представь себе, как Аллах говорит пророку Ибрагиму, Халилу Рахману. Аллах говорит ему: «Зарежь того, кого ты любишь». Это его единственный сын, который чудом родился у него в старости. Это не просто ребенок. Он послушный, хороший, подобен прекрасным вечным отрокам в раю. Зарежь его. Любовь к кому ты предпочтешь? Он предпочел любовь к Аллаху, своей любви к ребенку и жене. «Сын мой, я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь». И это известная история. Аиша говорит в хадисе, который привел Ибн Хиббан, а Аль-Бани назвал его достоверным, что в одну из ночей посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, лег в свою постель, и его тело прикоснулось к ее. А затем он сказал: «О Аиша, отпусти меня поклониться моему Господу». Человек ложится в постель, его тело прикасается к телу его жены. И в этот момент о ком он думает? Пожалуйста, отпусти меня поклониться моему Господу.
Она ответила: «Клянусь Аллахом, я люблю быть рядом с тобой и люблю для тебя то, что тебя радует». И она разрешила ему. Он встал, совершил омовение, затем встал на намаз и не переставал плакать, пока не промокли его колени. Не переставал плакать, пока не дали азан на фаджр. Биляль увидел его в таком состоянии и сказал: «О посланник Аллаха, к чему этот плач? Ведь тебе были прощены все твои грехи». Он ответил: «Почему же мне не быть благодарным рабом?» Муаз бин Джабаль. Когда смерть спускалась к нему, он то терял сознание, то приходил в себя, терял сознание и приходил в себя. Когда он приходил в себя, то говорил: «Твори свои создания, клянусь твоим могуществом, ты знаешь, что я тебя люблю. Твори свои создания, клянусь твоим могуществом, ты знаешь, что я тебя люблю». Когда посланнику Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, в конце его жизни был предоставлен выбор, он сказал: «Аллах предоставил рабу выбор между дуньей и тем, что у Аллаха, и он выбрал то, что у Аллаха». Поэтому последнее предложение, которое сказал пророк, было «нет» к высшим спутникам. Аиша говорит: «И я поняла, что ему был предоставлен выбор, и он выбрал ахират. Он выбрал только ахират, к высшему товарищу». Есть много других подобных примеров. Умейр бин Хаммам, когда он кинул финики в сражение при Бадре и бросился на поле боя, пока не пал шахидом. Ханзаля, молодожен, которого омыли ангелы, и который оставил молодую жену и принялся сражаться, пожертвовал своей душой ради ислама. Есть много разных примеров. Любите ли вы Аллаха? Любите ли вы посланника Аллаха? Ступала ли по земле нога человека, который бы сделал для тебя больше блага и добра, о мусульманин, чем пророк Мухаммад? Пророк — это милость Аллаха к тебе. Через него Аллах вывел нас из мрака к свету. Вы любите его? Да, конечно, любим. Чем же вы можете доказать правдивость вашей любви к посланнику Аллаха? Мы справляем его мавлид, брат. Едим хумусию, симсимию и мальбан. Что тебе еще надо? Послушай. Аль-Бухари привел в своем сахихе, что пророк, мир ему, благословение Аллаха, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, ни один из вас не уверует, пока я не буду для него любимее, чем его отец, ребенок и все остальные люди». Если ты любишь пророка, ты обязательно должен любить его больше, чем своих родителей, своих детей, имущества, родственников и самого себя. Люби пророка больше, чем самого себя. Если ты любишь себя больше, чем пророка, значит, у тебя недостаточный иман. В твоем имане есть недостаток. Ты любишь пророка больше, чем себя? Да. Хорошо. А почему ты тогда не слушаешь, что он сказал? Почему ты его не слушаешься? Мужчина, даже неодушевленные предметы любили пророка. О горе Ухуд пророк сказал: «Это Ухуд, который любит нас, и мы любим его». Деревья тоже любили пророка. Аль-Бухари привел в своем сахихе хадис от Джабира бин Абдуллы, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: был один пальмовый ствол, на который пророк опирался во время худбы. И когда наступил пятничный день, пророк, мир ему, благословение Аллаха, сел на минбар. До этого пророк делал худбу на пальмовом стволе, и ансары сделали ему деревянный минбар. Это была первая худба, когда он встал на минбар и оставил ствол. И что же произошло? Джабир сказал: «И пальма, у которой он давал худбы, застонала до такой степени, что чуть было не раскололась от плача». Застонала. В другом риваяте говорится: заплакала, как ребенок. Все, кто был в мечети, услышали ее. Неодушевленный ствол. Хныкала, как ребенок. Пророк спустился с минбара, пока не взял ее и прижал к себе, и она продолжала всхлипывать, как ребенок, которого успокаивает, пока не пришла в спокойное состояние. Джабир сказал: она плакала по тому зикру, который она слышала. Посмотрите, как деревья любили пророка. Где были они? А где ты со своей любовью? Ты любишь пророка только на словах. Еще на желудке. Хумусия, симсимия, мавлид. Где практическая любовь? Я хочу, чтобы ты на делах засвидетельствовал свою любовь к пророку, чтобы ты ему следовал, шел по его стопам, задними зубами держался за его сунну. Что бы там ни придумали, ты не должен бежать и подражать каждой глупости. Ты мусульманин. У тебя уважаемая личность. Твой дед — это пророк Мухаммад. Мир ему, благословение Аллаха.
Когда Аль-Хасан Аль-Басри вспоминал об этом хадисе о стволе, он плакал и говорил: «Этот ствол тосковал по посланнику Аллаха, так как же мы и должны тосковать по нему? О Аллах, воскреси нас Твоим возлюбленным Мухаммадом, мир ему, благословение Аллаха, так как мы уверовали в него и полюбили, не видя его». Биляль ибн Рабах. Посмотри на его искреннюю любовь к пророку в момент, когда на него нисходила смерть. Когда он умирал, его жена причитала: «Какое горе! Какая беда!» Он сказал ей: «Женщина, не говори, какое несчастье, какое горе. Завтра Биляль встретится со своими любимыми, Мухаммадом и его партией». Биляль считает смерть подарком, потому что через смерть он встретится со своим возлюбленным Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Таубан, слуга пророка. В один из дней пророк увидел его в хмуром, унылом виде и спросил: «Что с тобой, о Таубан?» Он ответил: «Я размышлял об ахирате и сказал себе: если я зайду в огонь, то мне будет запрещено видеть тебя, а если я зайду в рай, то не займу степень, подобную твоей, и также не смогу видеть тебя. И это опечалило меня и причинило боль моему сердцу». Пророк сказал ему: «Не переживай, человек будет воскрешен с тем, кого он любил». По этому случаю были ниспосланы аяты. Всевышний Аллах сказал: «Те, которые повинуются Аллаху и посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах». Как же прекрасны эти спутники! Нет более прекрасных спутников, чем эти. Наша госпожа Фатима, когда пророк, мир ему, благословение Аллаха, умирал, она пришла к нему, и он прошептал ей в ухо: «Дочь моя, я вижу, что мой срок наступил и приблизился. Раньше я читал Джибрилю Коран полностью один раз в год, а в этом году я читал его для него дважды. Значит, мой срок истек». И она заплакала от грусти из-за того, что расстанется со своим отцом. Она не успокоилась, пока не услышала, как пророк сказал ей: «Возрадуйся, ты будешь первой, кто присоединится ко мне из моей семьи». И она засмеялась. Посмотрите, она опечалилась от чего? От того, что расстанется с ним. И рассмеялась из-за того, что она умрет через 6 месяцев после смерти пророка. И присоединится к нему. Она сочла, что смерть после смерти пророка – подарок, потому что она пройдет эти ворота, чтобы встретиться с Аллахом и с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. День, когда умер пророк. Что случилось с сахабами? Среди них были те, кто онемел от потрясения. Среди них были те, кто почти помешался и говорил то, что сам не понимал. Среди них были те, кто не мог встать от переживаний. Это была ужасная беда, с которой не может сравниться никакая другая беда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, как приводит Ибн Маджа в своих сунанах: «О люди, кого бы из людей или из верующих не постигло несчастье, пусть утешается этой бедой по сравнению с бедой, которая постигла его от кого-то другого. Никто из моей уммы не будет испытан более сильной бедой, чем той, которая связана со мной». Поэтому люди утешали друг друга, говоря: «Терпи любую беду и крепись. Знай, что человек не вечен. Если ты упомянешь беду, которой ты будешь утешаться, терпи твою беду о потере пророка Мухаммада. Любите ли вы Аллаха, о рабы Аллаха? Любите ли вы его посланника, о рабы Аллаха? Эта любовь приходит через хасанаты, благие дела. Любовь к Аллаху, любовь к пророку, любовь к верующим, любовь к родителям, любовь блага для всех мусульман, любовь к жене, любовь к невесте. Когда же говорят о купидоне, не имеют в виду эту любовь, а подразумевают лишь непристойности. Имеют в виду харам, имеют в виду порочную страсть и безумную любовь, которая приводит к унижению и позору в дунье и ахирате. Влюбленный говорит своей девушке: «Дошла до меня твоя ругань, так ругай же меня. Неужели мне будет недостаточно, чтобы мое имя просто слетало с твоих уст?» Посмотрите, какая глупая любовь. Короля называют невольником, а султана рабом. Посмотрите на эту глупость.
Что он ей говорит? Дошло до меня, что ты ругаешь меня, ну и ругай. Разве с твоих уст не слетело мое имя? Мне этого достаточно. Разве такой человек, в принципе, может считаться мужчиной? Другой говорит, я люблю черных собак. Из-за этого люблю все, что черное. У него черная возлюбленная, и он говорит, что любит даже черных собак. Я люблю черных собак, и из-за этого люблю все, что черное. Один человек из страны Персидского залива, и на этом мы закончим. Он поехал в Америку и влюбился в американку. Один раз он ждал ее, и она опаздывала на свидание. Когда он увидел, как она подходила к нему издалека, упал перед ней ниц, на колени, и уже никогда после этого не поднял своей головы. Он умер в положении суджуда не перед Аллахом. Братья, мы умма, обладающая уникальной личностью. Мы знаем только Идуль-Фитр и Идуль-Адху. Мы умма, которые должны следовать другие, а не та, которая сама подражает другим. Уважаемая умма, ты можешь показывать свои красивые чувства любви в правильном направлении, в любви к Аллаху, в любви к Его посланнику, в любви к жене, любви к родителям, любви к мусульманам, любви ради Аллаха и ненависти ради Аллаха. Я прошу Аллаха помочь нам придерживаться Его книги и сунны Его посланника. Воистину, Он является нашим покровителем. По теме можно говорить еще, но время поджимает. Я извиняюсь перед братьями и надеюсь, что того, о чем мы говорили, будет достаточно. На этом мы заканчиваем. Я прошу прощения у Аллаха за себя и для вас. Пречистый, о Аллах, и хвала Тебе. Нет божества, кроме Тебя. Я прошу у Тебя прощения и каюсь Тебе. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.